В Южно-Сахалинске на трассе «Горный воздух» прошел заключительный командный заезд на сноубордах. Василий Раченко расскажет далее. Сноубордисты в командной гонке выходят на дистанцию вдвоем. Кто в итоге окажется первым, выходит в следующий раунд соревнований. От старта до финиша около 300 метров. Бордеры набирают приличную скорость. Менее чем за минуту успевают сделать на довольно закрученной трассе пару десятков поворотов. С поставленной задачей, однако, справляются не все. Вслед за сноубордистами устремляются специально подготовленные гладильщики. Словно утюгом, лыжами они разравнивают трассу. Параллельно же с соревнованиями на соседнем склоне, как ни в чем не бывало, катаются туристы. В промежутке между мероприятием и награждением зрителям скучать не приходится. Танцами и конкурсами их развлекают ведущие, а символы игр Юна, Лыжуля и Ныш греют их своими объятиями. В этот соревновательный день на сцене чествовали команды Республики Башкортостан, бронза, Сахалин-1 серебро и фаворитов заезда – Уральский федеральный округ. У ребят, кстати, за игры на двоих уже 5 золотых и 1 серебряная медаль. Прежде всего, командная гонка – это совместная работа, и надо было работать полностью в команде. То есть мы построили план на гонку и просто выполнили его, и вот и итог, первое место. Мы очень довольны. У нас получилось прокатить на первое место. Это был очень ответственный старт, потому что нельзя было, так сказать, косячить, допустить ошибку, чтобы не подвести своего сокомандника. Командный заезд был завершающим в сноуборде, но до конца игр еще 2 дня, и мы еще успеем насладиться финалами в других видах спорта. Василий Раченко, Сергей Козюра, Дети Азии, Сахалин.